Приветствую вас, уважаемые телезрители. Вы смотрите традиционное еженедельное интервью с главой Ингушетии Ульянбеком Маматгеевичем. Ассаламу алейкум, здравствуйте. Начнем, наверное, с главного события. Минувшей недели для нас, для Ингушетии, у нас проходила очередная битва в горах. Как всегда, зрелищно, было много народу. Но вот как вы оцениваете уровень организации? Почему спрашиваю? Потому что мы уже не первый раз проводим. Наверняка делаются какие-то выводы и ищутся новые подходы в организации этого мероприятия, чтобы оно как-то отличалось и было интереснее с года в год. И, естественно, как вы оцениваете результаты наших ребят, которые представляли Ингушетию на этом? Уровень на должном качественном уровне. Было бы странно, если бы так не было. Уже 6-й раз подряд проводим уже в горах, но и много мероприятий на равнине, не только спортивного, но и других мероприятий. Поэтому сегодня можно говорить, что наши организаторы таких направлений, спортивных и культурных, они вышли на уровень регионов Российской Федерации в состоянии качественно, хорошо проводить такие мероприятия. И битва в горах под номером 6, это тоже не исключение. Выступления наших бойцов я оцениваю, мы сами это все видим, из года в год они растут, и соперники, которые приезжают выступать против наших бойцов, тоже в своем большинстве более чем известные, имеющие хороший багаж, потенциал боев, опыта. Поэтому уровень наших бойцов, он растет. И с каждым годом наши бойцы, такие в хорошем смысле слова, прогрессируют. И я доволен выступлением наших бойцов в том числе. Сейчас, на самом деле, в интернете очень много пишут о наших победителях. Мы знаем, мы видели. И наверняка те, кто не присутствовали, слышали, как там на местах болели за наших земляков, за наших представителей. Я знаю, насколько даже лично для вас был важен этот результат. Получилось, мы достигли своей главной цели. Что ждет наших ребят? Может быть, какое-то чествование или торжественная встреча? И вообще, какая поддержка в дальнейшем планируется именно тем ребятам, которые представляют нас на таком серьезном уровне? Да, мы болели все за Мовсара Евлоева, и он еще раз доказал, что он лучший в своем весе. И я думаю, что у него большое будущее в этом плане. Главное ему идти с таким же упорством и в тренировках, и в достижении цели к своему намеченному пути. Да, мы планируем ряд реорганизаций, в том числе и по Федерации ММА, и по другим направлениям. Мы планируем ряд мероприятий, в том числе и с привлечением иногородних тренеров, и созданием такого титульного клуба. Но это уже Федерация ММА порешает, и предложение нам дадут, мы поможем. И, конечно, отправка таких, как Мовсар, ряд ребят, на длительные тренировки, сборы, и в том числе за границу. Это тоже практика должна быть. Это одно. Второе, то, что Мовсар взял пояс, это я не буду говорить про, когда в комментариях ко мне даже на моей странице, почему-то я уже сказал, такие вопросы сразу даже удалять. Почему? Потому что кто-то сидит кто-то искренне, кто-то такой с подколкой. А что подарите? Подарите джип, подарите квартиру. Слушайте, если я за каждую победу всем буду что-то дарить, нас на организацию соревнований не хватит денег. И на все остальное. У нас прописаны правила. Я не хотел бы за эти правила переходить. Почему? Потому что одним внимание, другим невнимание не должно быть. Мы утвердили положение, кто, какие и что, какие награды получает, с учетом наших возможностей. Да, где-то в других регионах больше дают, но не надо нас упрекать в том, что мы меньше даем. Мы даем так, как мы прописали в положении, так, какие возможности у нас есть. Если какой-то спонсор, типа Харсиева, Алихана или других ребят где-то помогает, но это уже за пределами того положения, которое есть. Но самое главное, мне кажется, то внимание, которое мы уделяем спортсменам, и для спортсмена важно, и ту организацию, те возможности, которые мы им даем выступить. Это самая главная награда для них. И звание, почет, уважение среди населения. Это самая главная награда. Остальное, да, материально тоже должно быть, но мы будем максимально это делать, так как у нас есть возможности. И сразу же за такие бои давать квартиры, машины, еще чего-то, конечно, не совсем будет неправильно. Почему? Потому что этот вид спорта, он такой активный, и я уверен, что в ближайшей перспективе у нас и Хамзат Далгиев уже выйдет на титульный бой. Он уже готов. Я уверен, что он готов, и он выносливый. И другие ребята, тот же Аздоев Ахмедхан, тот же Ингисхан Аздоев, и Сакалов Хамзат, и
Нальгиев, Ломали и многие-многие другие. Они в состоянии сегодня, Гулиев, они в состоянии бить. Мой любимчик, в том числе, так же, как я там Моусера назвал, там Цуров, Адам, они готовы, они могут сегодня биться, у них есть, если опыта мало, все-таки там 6 лет это не такой большой опыт, то я уж точно знаю, что у них там уже желание и характера хватит и на 10, и на 20 лет. Они готовы. Ну и плюс мы видели там, как красиво победил Ингисхан, ну, то есть это... Я думаю, что нокаут года, да, хотя многие там, ну, опять же, с подколкой, купленный бой, не купленный, там нога не попала, пролетела. Но это те люди, которые не понимают, что такое спорт, тем более такие виды спорта. Вертушка – это довольно серьезный удар, и когда нога пролетает, даже не задевая тебя мимо головы, там, это как, знаете, воздушная волна, там, тебя там назад откидывает. А если эта нога даже не попадает, а просто зацепила там, за кончик носа там, или там, за кончик головы, ты ну, падаешь. Это законы физики. Удар такой сильный. Это в разы кратно там, вложение там, и веса, и силы. Поэтому, конечно, не спортсмены это не понимают. И то, что там замедленная съемка. Во-первых, а зачем это не титульный бой, это вообще совершенно там, ну, просто бой. И кардовый, и там покупать бой, там, ну, во-первых, у нас такой привычки нет, не было и не будет. Мы с первого дня с Вадимом Фелькашиным договорились об этом, что никогда не будет вмешательства в деятельность судей, и никогда не будет попыток подставлять бойцов. То есть мы это там категорически... Почему мы и делаем, что у нас бои должны быть там самые-самые чистые. Это одно. И второе, ну, нет смысла даже, если было бы желание. Там можно было бы, там, если было бы желание, там, вмешаться в бой поясной, там, Ветрука и Моусера Евлоева. Ну, мы там видели до конца, и Паша там выстоял, и Моусер показал характер, там, и победил. И надо сказать, что уже в первом раунде 1 палец, во втором раунде 2 пальца, 3 пальца сломано. Вот посмотрите, насколько я помню, Хамзат Далгиев бился во Дворце спорта, когда турнир проходил. Его уже душили, его уже почти задушили. Но я вот даже ругал за это тренеров. Почему? Потому что нельзя за счет здоровья пытаться там выйти победителем. Есть период, когда надо там постучать. Там, и не то, что сдаться, а признать поражение. Но когда человек там до конца стоит, это тоже там не есть хорошо, но тем не менее вот это характер. И когда Ингисхан так красиво вырубил соперника, конечно, это видно. Когда и голову задевает, макушку головы, ну, так хорошо задевает, и тогда моментально человек отключается. И само падение этого не со страховок, а просто падение прямо лицом показывает. Поэтому те, кто там пытаются сказать, что это поставной бой там, или что-то, нет, конечно, опытные, довольно более чем опытные, опытнее, чем даже Ингисхан. Соперник, но Ингисхан его победил, поэтому я рад, что у нас хорошо прошел турнир, что у нас бойцы хорошо себя проявили, что зрители приехали и без ЧП, без происшествий, и погода нам во всем сопутствовала. Ну, вот, в завершении этой темы хотелось бы вас спросить, а сами спортсмены понимают, что вот это стремление руководства республики, спонсоров, не одаривать их сразу всеми благами, только из-за того, чтобы у них был стимул в дальнейшем стремиться? Нет, ну, во-первых, им не надо понимать или не понимать, они должны просто заниматься. Им созданы великолепные условия. И даже если бы не было этих условий, они морально обязаны заниматься, просто заниматься и все. Ну, плюс и до спортсменов, и до тренеров, до всех доводится, кто что на каком этапе получит. Да, есть моменты, тот же, когда Моусер взял промежуточный пояс, конечно, мы его наградили машиной, да, но это было сделано из небюджетных средств, в том числе, и мы старались сделать это на фоне вот той такой эйфории, потому что все-таки уже второй промежуточный пояс, первый у Абукара Индиева, и стимул для Моусера, что мы знали, что он должен выйти на Ветрука. То есть вот это как бы там авансом, и он оправдал надежду. Да. Поэтому там спортсменам не надо обязательно знать или не знать, там,
их тренеры до них доводят, и они получают то, что им положено получить. Если, например, красивый бой Ингисхана, просто красивый бой, конечно, мы ему дали премию. Не столько бой, сколько завершение боя. Да? Вот так получилось. И это не всегда бывает. Почему? Потому что если бы Ингисхану попался бы там борец хороший, опытный, то ему тренер дал бы установку так ноги не задирать и так ногами там аккуратнее. Почему? Потому что борец, для борца это тоже приманка, нога. Там, за ногу один раз поймать и все. А уже в партере, может быть, там Ингисхан не справится. Он один раз, кстати, так и проиграл там на Назрани. Поэтому здесь вопрос, как тренер установку дает. Поэтому вот красивый бой. Мы решили с Фелькенштейном, что на следующих боях обязательно и во всех боях, где мы делаем дорогу М1, там, или битва нартов, там, битва в горах, ну, сделаем такую комиссию, группу, которая будет смотреть. И самый красивый зрелищный бой, даже если там и стойкий боец, если даже он проиграет, они будут там получать какую-то премию. Так, чтобы стимулировать тоже в этом. Ну, от спорта к здоровью у нас, если оглянуться назад, то лет 10 назад, если взять ингушскую медицину, то дела обстояли очень плачевно. Мы помним, как люди с каким трудом даже вообще выезжали за пределы, чтобы лечиться. А сейчас мы на той отметке, когда у нас уже не только развивается высокотехнологичная медицина, но и проводятся такие серьезные конференции, как Северокавказская нейрохирургическая. И вы встречались с нашими гостями, и их сопровождал министр здравоохранения. Наверняка доложила, как прошла конференция, какие вопросы важные, интересные для республики были обсуждены, и что говорили наши гости. Ну, мы встречались это ведущие нейрохирурги страны, которые первые в стране. Ну и, конечно, в мировом рейтинге тоже занимающие довольно высокие посты, высокие строчки рейтинга. И наличие и присутствие таких нейрохирургов на территории, тем более проводимые такие конференции, они, конечно, оставляют свой такой глубокий след для роста нашего там уже направления, роста наших специалистов и для перенятия опыта, обучения наших специалистов. У нас хороший нейрохирург Умар Гезгириев, и я думаю, что по его стопам еще ряд других пойдут. И это, в принципе, это штучный товар. Довольно такая специфическая и профессия, довольно сложная профессия, и таких не бывает там тысячи или сотни, это бывает единицы. Поэтому я рад, что у нас тоже свои уже нейрохирурги появляются, у которых есть уже имя, которые в состоянии проводить самые сложные там операции. Но самое главное, что вот эта конференция показала, что у нас все идет по плану, на должном уровне, и есть возможности развиваться. И плюс эта конференция показала, что есть тесное взаимодействие между нашими, в том числе северокавказскими, но самое главное, там, уже ведущими хирургами, нейрохирургами страны. И мы можем всегда получить консультацию как в виде приглашения непосредственного человека сюда, для того, чтобы того или иного больного осмотреть и убедиться, что мы правильно делаем, или же посредством телемедицины, то есть уже вживую проводя операцию, напрямую консультироваться с нейрохирургами, в чем и смысл был самой конференции, в том числе один из вопросов такой был, чтобы напрямую могли бы консультироваться и прямо уже через телемедицину видеть, правильно делают наши ребята операции или неправильно, и где надо там, чтобы уже специалисты с Москвы, там, других регионов могли бы вмешаться в процесс. Таким же образом, и чтобы наши специалисты тоже могли бы участвовать через посредством телемедицины и наблюдать, как проводят там уже профессора такие же операции, и учиться. И там есть хорошая практика. И это делает и Лео Бакери, и другие ведущие хирурги. Они не просто проводят операцию, а еще спрашивают у своих коллег с регионов, которые участвуют посредством телемедицины в проведении операции, еще спрашивают коллега там, правильно ли я делаю, что сделать, что в такой ситуации можно сделать. То есть они не просто проводят, но еще такой обучающий практический семинар. Поэтому я доволен, что у нас министр здравоохранения организует такие конференции, мероприятия на территории республики. И это большая польза для
роста нашей медицины. Поговорим о сельском хозяйстве. У нас новая традиция появилась, мы празднуем День поля. Наверное, раньше этот праздник можно было бы назвать Днем неспаханного поля. Но настолько сильно ли изменилась ситуация в ВПК? Как вы оцениваете развитие комплекса на сегодняшний день? Ну, рост по всем направлениям, да, погодные условия они влияют, и форс-мажор всегда присутствует. Это почему и сельское хозяйство один из таких комплексов, который всегда будет оставаться датируемым государством. Почему? Потому что все-таки в этом году погода сопутствует, в другом тоже. Вот сейчас у нас довольно серьезно начали проблемы с кукурузой, особенно в Малгобекском районе. То есть, высыхает все, не хватает влаги. И поэтому здесь тоже, опять же, там и введение режима определенного, там, и помощь там, федерального центра и так далее. Но, тем не менее, у нас идет рост. Мы видим прогресс. И День поля – это как раз одна из мотиваций. Мы его организовали по инициативе нашего земляка Хамзата Белхароева, который работает в Рослехознадзоре. По его инициативе и с его помощью мы впервые лабораторию свою создали, и уже мы можем получать определенные ответы на вопросы в лабораторных исследованиях, не только мы, но и для Северо-Кавказского федерального округа. Ну и День поля мы проводили с таким расчетом, чтобы на небольших кусочках земли показать те культуры, которые мы считали, что они не могут там расти или не давать там тот или иной урожай. Мы увидели, и великолепно там и подсолнух, и пшеница, и горох, и кукуруза, все растет. И на следующий год мы это расширим уже на десятки гектаров, то есть эту задачу уже опробируем еще раз, а уже в 2019 году это должно быть, я скажу так, уже все и крестьянские фермерские хозяйства, и ГУПы должны получать конкретную задачу. Именно выполнение вот этих функций. И День поля он должен проходить уже не на вот таком там небольшом, а на всем поле, где там сотни гектаров, и культуры выстроены, высажены. И мы должны взять на контроль рост вот этот на этих полях урожая. Ситуация на дорогах также не осталась без вашего внимания на той неделе. Вот в рамках одного совещания вы говорили об этом и предложили работникам управления ГИБДД создать некую интернет-площадку, где в помощь им послушные водители выкладывали бы видео со своих регистраторов, на которых запечатлены как раз-таки нарушения и вот те маневры непослушных водителей другой части этой аудитории. Но как вы думаете, насколько это может изменить в лучшую сторону ситуацию на дорогах и облегчить работу управления ГИБДД? Ну, знаете, мы много говорим про ДТП, про дороги. Еще раз подчеркиваю, что если по анализу брать, да, у нас рост в республике, там количество ДТП, количество раненых, но количество смертей меньше, да, но это не облегчает участь. Но при этом по статистике там, мы не находимся там, не на последнем, не в середине, а где-то там в первой тридцатке, там, сороковке регионов, где по ДТП по количеству. То есть у нас не критическая там ситуация, хотя критическая для нас любая ситуация, даже одна авария, две аварии, это уже критическая. Мне до сих пор удивляет вопрос отношения самих виновников ДТП, довольно взрослых людей, к своей жизни, к жизни своей семьи. Мы помним, перед Мархаш буквально там по дороге в районе Ильхотова разбила семья. Ну, когда человек долгошел Беншан, критиковать можно, критиковать можно, да. Обычно говорят, там, вот зачем мы критикуем, а как мы можем профилактически тогда до всех довести? Ну, если ты хозяин семьи, везешь с собой свою жену, своих детей, ну, если ты не отвечаешь за них, за их безопасность, кто за них ответит? Кому они больше, чем тебе нужны? И вот этот пример должен был явиться живым примером для, опять же, второго. Вот целая семья погибла Мамилова с Малгобека, Далгешевцан. Почему взрослый человек, хозяин, не понимает? За руль посадил там сына или там племянника 20 лет. Расстояние большое. Ну как можно доверить? И мы видели на этой трассе, как просто даже совершенно не ориентируясь, не то, что там мертвая зона. По главной дороге едет, по главной дороге есть встречные машины. Это федеральная трасса. И машины несутся на большой скорости. Даже там те же 90 километров, там 70 километров. Большая скорость для фуры, тем более.
Он же даже не задумывается, вот если наблюдали в Ютубе, да, вот это видео, он даже не задумывается, чтобы там даже остановиться. Он просто из-за того, что поворот там притормаживает и сразу поворачивает. Его сносит сразу же. Ну как может так? Я понимаю, расстояние большое там. Ну, остановитесь, поспите, отдохните. И это как раз тот вариант, когда мы говорим о жилиес, и орды. Обязательно ошибки, обязательно причины. Дал ДЦЦ Мухаммаш. Шиюгудар хотеть дал, фуди, зачем? Венчан дал гештолт. Ажему причины, везде, у нас везде вот эти будут. А сейчас смотришь по анализу, совершенным образом в районе барсуков, вот он несется прямо в мертвую зону, знает, что ничего он не видит, обогнал всех, несется. И все. И в итоге мы стоим там, ну, как? Давайте все вместе скажем, соусы, сабарди, царбар соуспи, машин хая, тазерди. Нет, давайте это гаишники. А что мучат? А мы сами-то отвечаем за своих детей. Вот, сарах есть чецебич, азив чецебич, я региорт арца яка, баргжитар нах арбе, Аллах улу, канки ек чей нятся, согат бац. А мы что, давайте вместе. Это всем миром надо с этим бороться. Конечно, мы будем сейчас. Другие методы тоже. Тоже, опять же, вопрос. Задерживать там тоже на прошлой неделе там свадебный кортеж едет. С нарушениями, со всеми делами. Но задерживать машину. Я там, конечно, сказал, сейчас самую жесткость проявить. Ну, самую жесткость проявить. Нет, все говорят, давайте прекратим. Тут же, как только задерживают когда-то хулиганов, все кидают его защищать. Весь свадебный кортеж вместе с невестой, женихом, всех туда. Ну что за разговор такой? Вот нага халоюаш йохтах и сагюалиш. Вот я должен сейчас о них думать. Почему нельзя? Священнослужитель там или кто-то есть. Почему нельзя смотреться назад, вперед? Даз алха арбиали. И он считает, что он ответственность себя снял. Дай Бог, тоже мы обратили внимание там, по свадьбам, там, по вот этой девушке, там, невестке, которая там мода пошла, воду поливать, там, халхадар, ханзада, сайолч, иор лелдеш, кельхаляти, кердеш, пельгеш, кельдигердеш, мот бастит пакерш, болевой прием уже отеш. Одал медис. Он хал, нахал шашкезок. Маджи алаш, дерд алаш, цибета алаш, хагал долаш. Хал еще может мучить. Нях носкал медис, нях сагмиис. Может холод да. Харам долхам. Делать уяж. Должен мы поймать уяж. Харам молда хам хадербак. Мучар кертуш дуаза. Первый бисена. Эздел де хадянихи эздел дитя. Первый бисена. Санаши карак мали кеп яки. Бригадчуях. Нускал долчу байрш. Дяца вайер. Кона ваяш сагвайер. Дяр конур вац. Дяца валарин. Дяца ватим алхамдат. Аллах Америки дагдес, Египте дагдес, Саудовской Аравии дагдес. Вайдаж лел дой. Золмушу даст. Золмуш кез гахуда. Поэтому, конечно, по авариям нам надо всем вместе работать. Мы еще сейчас будем работать. И дроны будут работать там с воздуха, и снизу будут работать, и там будут работать. И более жестко будем работать. Ну и больше, конечно, информации на телевидении. Создать площадку. Здесь я просил бы жителей, молодежь, не молодежь, всех просил бы. Одни говорят, что это стукачество. Это не стукачество. Когда нам выгодно, мы это говорим. Здесь ашна хайовые. Ирчхам юхтудес. Там 3, 4, 5 там, методов, как это делать. Мотятся они неизбежны, да. А то одни воспринимают там неизбежно. Если ты считаешь, что ты кажешь, докаж, я должен громить этот магазин пойти, то есть нормально, там, к примеру, то нарушать шхарс машины, видео снятия по звонку, позвоните, да, тогда ты стукач. Так неправильно получается, да.
цанмотки якобы юхан ирчам юхту валха вук мотиги хи стукач виана ахинуха ирчам хадид. А через некоторое время едешь по дороге и видишь разбитый этот, разбитая другая машина, бейнах, лосбянах. А захабек бы. Почему? Потому что не среагировал, не посмотрел, не сообщил, не позвонил. Поэтому тоже хотим эти площадки создать. Я просил бы жителей все-таки, как только увидите каких нарушителей, снимать и сразу скидывать. Ну, и здесь надо там ГИБДД и сотрудников органов правопорядка в ГОВОДу, РОВОДу создать вот эти телефоны, куда это можно все сбросить. И видео сбросить, и по телефону сообщить, что вот такая-то машина в таком-то месте там нарушает, движется в такую-то сторону, чтобы реакция была. Вот в комплексе, я думаю, что мы сможем победить там, или минимизировать там, вот эти явления, как ДТП. Но особенно я бы что хотел сейчас, еще раз подчеркиваю, вот такие вот эти крупные аварии, как с семьями участия. Просто я просил бы жителей, ну, очень внимательно отнестись, и тех, которые там уезжают за пределы республики, тех, которые возвращаются. Ну, не надо за руль садиться, если вы хотите спать. Не надо ехать, если вы по дороге чувствуете, что вы устали. Ну, остановитесь. Зима, не зима, лето, не лето. Ну, есть всегда возможность где остановиться, где просто даже хотя бы использовать момент, там, на природе побыть, там, и отдохнуть, там, и водителю выспаться, ну, и дальше ехать. Ну, в минувший четверг вы заезжали в Назрань с инспекцией. Назрань сейчас очень сильно меняется, по крайней мере, визуально. И вы как раз-таки были на строительных площадках. Строят много сейчас в городе, экс-столица действительно очень сильно преобразилась. Но как у нас обстоят дела с соблюдением сроков сдачи этих объектов? И вообще, как вам работа местной администрации, мэра, как развивается? Ну, в целом, я доволен работой Алихана Тумгоева. И, конечно, есть недостатки, есть желание людей быстрее и оперативно какие-то вопросы порешать. Есть вопросы, связанные и с водой, не только там, но и в целом в республике. Но, опять же, вопросы и темпы, и строительства, реализации проектов, они позволяют сделать вывод, что мэр города на своем месте и команда его на своем месте. Поэтому я его благодарю, и всю команду, и жителей Назрани. Ну, жители там реально любят, уважают своего мэра. По срокам сдачи есть там затягивание сроков. Я тоже поставил задачу, во-первых, переделать договора, если нет соответствующих договоров по строительству, и через суд привлекать к ответственности. Штрафы и так далее. Почему? Потому что не могут быть там просто начатые сроки, они должны быть там иметь и начало, и свой конец. Поэтому конец должен быть реальный. Это завершение, красивое открытие, создание условий для жителей. Тем более там в ряд строек люди вложили деньги. Ну, почему-то инвестор, так называемый, не торопится взять в банке кредит и завершить строительство. Придумывает тысячи причин. Поэтому я думаю, что и власти города, в целом власти и правительство республики среагируют на те мои замечания и завершим те начатые сроки не только в Назрани, но и по всей республике. Ну, теперь по традиции о том, что пишут в интернете, что больше всего волнует пользователей социальных сетей. В топе обсуждаемых тем, конечно же, числилось и водоснабжение, и качество водоснабжения. В Ингушетии много было всяких возмущений, картинок, разных юмористических статей на эту тему. Но вот если говорить серьезно, то как обстоят дела у нас в Ингушетии? Исправили ли мы эту ситуацию? И есть ли вероятность, что люди опять вот в течение лета столкнутся с нечто подобным? Не, вероятность того, что с проблемой с водой столкнутся, это есть, она присутствует. И это не только мы исключение, и мы тоже проводили анализ там и по регионам Северного Кавказа, везде есть проблема, везде, не только Северного Кавказа, по всем регионам. Есть погодные условия, в том числе, и если жара, конечно, как сегодня она там присутствовала, имела место быть, есть и осложнения с водоснабжением. Не в плане там дебита воды, которая поставляется, хотя там водоканал поставляет 3 раза больше, чем там до этой жары, а в плане того, что ряд жителей там не совсем правильно используют воду. Да, мы там делали в том числе и передачи, когда человек там просто, у него есть вода, на входе все нормально, и он поливает уже там и себя, там и скотину напоил, там и поливает огороды, поливает улицы, поливает все на свете, клумбы там, что тоже нужно делать, но не таким вот образом хотя бы. Но при этом он не понимает совершенно, что через там 10 домов воды меньше, а через 20 домов ее вообще нет. Из-за того, что каждый из них на входе эту воду использует больше, чем положено. Есть свой дебит воды, который там человек должен использовать. И если бы там по счетчику все шло бы и платили бы за эти деньги,
что тоже является довольно серьезной проблемой, там, неплатежи. Это одно. Второе, конечно, это отсутствие, в том числе, централизованных скважин там, на те или иные населенные пункты. Мы думали, что вопрос закрыли, там, и здесь я сейчас тоже комиссию направил, там, разбираемся по сельскому поселению Плиеву. Почему? Потому что вложили деньги, все там довольно серьезная работа, там, чуть ли не 22 километра там, и трубопроводов, всего этого. А на выходе получилось, что жалоб меньше не стало, чем в прошлом году. Хотя мы рассчитывали, что по Плиеву точно мы должны снять там проблему. Не сняли, поэтому здесь будет комиссионно будем разбираться, где была ошибка допущена и почему тогда до конечного результата там дело не довели. Ну и плюс есть еще те, которые, ну тоже эта проверка показывает, и это немалый процент, те, которые просто назло пишут, просто так. И когда вот сейчас из 8 проверенных там 3 человека, это просто в наглую, даже когда той же женщине задаешь вопрос, а зачем вы писали? Ну, просто мне захотелось. Я увидел, что там, я тоже написал, у нас тоже нет. И она еще хуже написала. Где власть, где чего. То есть такие тоже есть, которые там вода есть, все есть, тоже пишут. Но тем не менее, мы не про них сейчас говорим, а говорим про тех, кто нуждается в воде. Будем выправлять ситуацию. Надеюсь, что в этом году мы получим деньги, которые мы попросили у руководства Роснефти, для того, чтобы там, уже на следующий год минимизировать эту проблему. Но при этом мы должны с вами согласиться с тем, что буквально за 5 лет мы много-много проблем сняли. И те населенные пункты, где традиционно эти проблемы были, они вообще сейчас не обращаются по воде даже в сухую погоду. То есть там мы проблемы закрыли. Ну, закроем и здесь, я думаю. Ну, это такая некая социальная проблема. А вот сейчас о том, что волнует и жителей республики, и жителей разных стран мира, и пишут об этом тоже в интернете. Это в центре внимания мирового сообщества у нас мечеть Аль-Акса. Какой-то очень странный режим допуска в эту мечеть жителей и мусульман, и туристов, в том числе мусульман. Но вот как вы расцениваете действия властей Израиля? И вот какой должна быть реакция и религиозных деятелей, и простых людей, и мусульман, и не мусульман вот в данной ситуации? Ну, здесь в любом случае религиозная тема – это больная, независимо какой религии она не принадлежит. Это раз. Но при этом мы должны признавать, что любая власть на угрозу безопасности граждан, а тем более если совершено такое нападение или теракт, реагирует в плане ужесточения мер. И власти Израиля, по их мнению, они приняли меры безопасности, в том числе и для всех жителей, да, которые там живут. Но эти меры, они приняты не совсем адекватно по отношению именно к той категории жителей, как мусульмане. Во-первых, мечеть Аль-Акса – это третья мечеть, и она по значимости для мусульман не Палестины, не Израиля, а для мусульман всего мира. Да. И власти Израиля, конечно, должны об этом знать и понимать. Основная проблема, одна из ключевых основных проблем противостояния мусульман и евреев – это именно Иерусалим. И Иерусалим именно из-за этой мечети. Это тоже власти Израиля, конечно, должны понимать. Если вот такие меры проводить, конечно, никогда мира согласия не будет. И будут возмущаться не только мусульмане Палестины там, или Израиля, а мусульмане всего мира. Что мы сейчас и увидели, да? И в Турции, и в других городах, там, даже на синагоге. Там, то есть страдают евреи уже в тех странах, где живут мусульмане. Да? Не только мусульмане. Там. И в Европе там, мы видим там, там уже. И это именно власти Израиля должны были понимать, прежде чем принимать вот такие меры. Да, я понимаю, меры безопасности надо вводить, но уж точно закрывать мечеть на 5 часов молитву, конечно, нельзя было. Ни в коем мере. Нельзя было какое-то воздействие, в том числе там, до ареста доводить и муфтия, который там не призывал к перевороту, противостоянию, просто как муфти с возмущением воспринял, так же, как все мусульмане, воспринял вопрос о закрытии мечети. Мечеть не должна закрываться. И выставлять металлодетекторы или искатели, здесь может быть отдельное направление, но уж полностью этого делать тоже не стоило бы. Поэтому я думаю, что власти Израиля там сделают выводы
И здесь и мировое сообщество по этому поводу. И, кстати, надо опять же подчеркнуть, и Европа в том числе, и наши государства, все там уже по этому поводу высказались. Я думаю, что в эту пятницу там уже проблема эта будет снята. И металлодетекторы уберут, и людей допустят на мечети. И там не только туристы, мусульмане. Там туристы всех вероисповеданий, все люди ездят. Почему? Потому что это очень значимое место, это историческое место, для нас, мусульман, тем более. И при том, что каждая власть имеет право на обеспечение безопасности, но все-таки власти Израиля должны были понимать, к каким последствиям это может привести. И те шаги, которые были до этого сделаны для налаживания диалога, ну, это все сейчас перечеркнуто. Сейчас надо с чистого листа, издалека снова начинать. Только то, что поступили вот в этом вопросе не совсем дальновидно. Это если говорить там политкорректно. Я все-таки надеюсь, что в эту пятницу там именно напряжение в части там, посещения мечети и всего остального снимется. А дальше, конечно, и Махмуд Аббас, мудрый, дальновидный политик, который тоже вынужден был принять решение о приостановке всех взаимоотношений с Израилем, пока не будет решен вопрос по мечети Аль-Акса, и израильские власти найдут общее понимание, сядут за стол переговоров и дальше будет налаживать диалог. Какая реакция должна быть наша? В том числе вот многие там в интернете задают вопрос, почему вы не обращаетесь, почему? Ну, еще раз подчеркиваю, я как мусульманин осуждаю вот эти действия. Здесь тоже властям Израиля надо было все-таки с муфтием сесть, Палестины, с имамом мечети сесть, обговорить все вопросы. И инициативу на то, чтобы усилить мир, она должна была исходить не от израильских властей, а от самих прихожан мечети, от муфтия, от мусульман должна была. Тогда это было бы воспринято мировым сообществом в целом. Мусульман мира правильно было бы воспринято. Наша с вами сегодня задача, конечно, молиться за них. Я видел, ряд имамов выступили по этому поводу, в том числе можно радикально выступать, можно политкорректно выступать. Но все-таки мне кажется, что религиозная составляющая, она должна сопутствовать вот таким вещам. И я благодарю тех имамов, которые выступили, которые сказали свое мнение. Давайте помолимся за наших братьев, давайте поддержим их. Поддерживать чем? Молитвами, просьбами к Всевышнему, чтобы снять это напряжение. Но не призывами там, идти на войну там, или на радикальные там, вещи. Неправильно. Для того, чтобы это делать, нужны другие механизмы. Поэтому то, что мы сейчас и жители республики, нет ни одного жителя республики, в том числе ни одного мусульманина, который эту весть не воспринял бы там отвлеченно, да, типа меня это не касается. Всех это касается. Почему? Потому что это святыня мусульман, не только палестинских мусульман, а всех мусульман мира. И любая власть должна это учитывать. Надеюсь, что напряжение снимется, а нам с вами давайте будем молиться и дождемся пятницы, посмотрим, как эта ситуация будет решена. И я думаю, что и власти Израиля здесь делают на будущее довольно серьезные выводы. И вот напоследок, как мы с вами договаривались в ходе крайнего интервью о предстоящем, два вопроса, сразу их озвучу, чтобы не отнимать у вас много времени. В Госдуме намечена большая фотовыставка в рамках празднования 25-летия Ингушетии. Многих сейчас интересует вопрос, есть ли какой-то возрастной ценз, какие-то профессиональные требования к участникам этой фотовыставки. Может быть, там какой-то подрастающий фотограф уже имеет очень интересные снимки. И второй вопрос. Вот в Инстаграме появилась информация, что 26 июля вы встречаетесь с родителями тех детей, которых собираются устраивать в инновационные учебные заведения, в гимназии, в лицее. Неужели как-то так сложно складывается у нас эта ситуация именно вот с устройством детей в эти учебные заведения? О чем будете говорить? Ну, здесь я по фотовыставке, здесь это организаторы должны объявить конкурс. И я не думаю, что здесь должны быть какие-то опытные фотографы. Да, есть опытные фотографы, которые должны будут это делать, но при этом такой хороший имидж этой фотовыставки может придать там и фотографии там как-то 7-летнего ребенка, который там чисто снял там на телефон отца там что-то такое, собачку там или кошку там или корову там или теленка или что такое, да, это тоже может быть там иметь там больше эффект, наверное, чем какой-то другой там эффект, другие фотографии. Поэтому здесь могут все участвовать. Я надеюсь, что организаторы это все организуют и какой-то там
адрес создают, куда все скинут эти фотографии со своими данными. И сама фотовыставка, она будет и в Госдуме, и в Совете Федерации до конца этого года. По поводу второго вопроса да, по школам. Ну, здесь, конечно, я очень жестко, вот сейчас, 26 числа мы не можем, я в Москве там встречаюсь рядом с министром, поэтому мы переносим на 27-е. В 15 часов также остается, но только 27 числа. Конечно, у меня есть очень серьезные требования к директорам. Почему? Потому что если директор не захочет, этого не будет. И если я увижу, что директор и лицея, и гимназии, какой бы он золотой не был, явно допустил эти нарушения, конечно, он будет уволен. Тут даже разговора не будет. Поэтому я предупреждаю всех директоров. Каждый директор должен работать так, как обязан работать. Второе здесь вопрос родительский комитет, который полностью самоустраняется от своих прямых обязанностей как родительского комитета. Это вопрос не главы республики, даже не министра образования, это вопрос директора и родительского комитета. И если родительский комитет не заслушал тех женщин, которые ко мне закидали меня сообщениями, не сели они с ними, даже не обсудили, они обязаны были после учебного периода завершения учебы обсудить вопросы, в том числе претензии, жалобы, в том числе на педагогов. Они обязаны были это делать уже перед началом нового учебного года по приему по всем вопросам. Они обязаны ежеквартально это делать, в том числе по приглашению или там, по просьбе родителей на того или иного педагога. Почему? Потому что не везде в классах педагог может там грамотно вести урок, да, например. Обязаны. Родительский комитет – это их не обязанность. Здесь, я думаю, что надо будет пересмотреть и состав родительских комитетов в этих школах, гимназиях, где наибольше, больше жалоб. И третья категория, которая классные руководители. Каждый классный руководитель должен лично обойти поадресно каждого своего ребенка. Он обязан, это его обязанность. Он должен обойти своего ученика. Я не говорю там в течение дня, 2-3. Вот сейчас в первый класс поступили дети, классный руководитель, он должен обойти всех, убедиться, кто живет, где живет, как живет, в каких условиях живет. И только тогда у него должен быть подход к этому ребенку. Какой у него должен быть подход? Если он видит, что у этого ребенка дома есть старший там, брат, сестра, там, которые могут ему там, какие-то уроки давать. Если он видит, что там родители образованные, которые могут там, с ним вместе задачи решать, это один подход к ребенку. Если классный руководитель видит, что дома родители, у самих которых нет образования, даже среднего или там, высшего, которые не смогут с ними задачи решить, тогда у классного руководителя должен быть подход к этому ребенку, что он должен понимать, что он должен больше уделять этому ребенку внимания. А классные руководители с вами больше самоустранились. Поэтому и бардак в этих лицеях. А если бы классный руководитель знал бы и пошел бы, сказал бы там директору: ребята, у нас что-то неправильно, у меня полкласса, это с соседних там населенных пунктов, но не с этого города. А тут вон в очередь стоит, вон люди ко мне жалуются. Мой класс должен пойти были эти, а почему их там это? Вот здесь есть тема, тоже отсутствие работы класса. Потом в комплексе мы сейчас там должны 27 числа все это заслушать, посмотреть. Я думаю, что там часа 2-3 мы с родителями будем собираться. Единственное, я что прошу родителей. Там есть те, которые, опять же, якобы зарегистрировались, не живут здесь и пытаются вот этим обманным путем через главу республику еще раз там ребенка там откуда-то с населенного пункта привезти сюда, устроить. То есть меня уже втянуть в свои преступные схемы. Но в своем большинстве там есть родители, которые искренне это все подтверждают, что они живут здесь рядом. Это их школа, но почему-то в эту школу им доступа нет, а другим есть. Потом здесь сейчас будем разбираться очень серьезно. У нас есть школа на 1500 мест, ее надо заполнить это в Магасе. В этом году еще одну большую школу начинаем строить и садик в Магасе, поэтому места всем хватит. И дети, которые там и в школе Марем, и в лицее, с других населенных пунктов сюда привозили, а это привозили, все это знают, и здесь не надо пытаться укрывать от меня. За это будет, я говорю, директор уволен как минимум. Уволен. Поэтому эти дети, конечно, должны переместиться в школу, 1500 мест.
А здесь должны учиться дети с соседних домов, с того квартала, по закону, где эти живут. И здесь школа должна быть в одну смену, и в классах должно быть максимум 24 ребенка, а не 44, как товарищ бывший директор напихала в лицее. Вот я так думаю. Поэтому сейчас будем над этим работать. Надеюсь, что и родители с пониманием отнесутся, и Министерство образования, правительство в целом получило эту задачу. Юзбек Балакевич, мы вас благодарим за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо.